привет! Сегодня 12 июля, 25 год. Продолжаем движение на Магадан. Остановились вчера вот Ларикова, где-то вот здесь вот в этой, не знаю даже как это назвать. Короче, поворот на Семчан. В месте, где есть поворот на Семчан. Все, поужинали. Все, и легли спать. Тут вот один спальник у Макса, а в той машине два, две полки. Короче, я спал в другой машине. Ну, нормально, спать можно. В общем-то, ничего не делали, выспались. Все, проснулись. Вот что-то поздненько мы проснулись сегодня. Время 10, но это уже после завтрака. Все, выдвигаемся. Идет дождь. Идет дождь. Как вечером начался, так потихонечку и... Ну, он такой не сильный, моросит. Ладно, движемся. Посмотрим, что тут с природой, с погодой, с рельефом, с медведями. Вот, это 1639 километр трассы. 1640. Бывший поселок Горный, может быть, и сейчас там живут кто-то. Ну, он уголь есть, да, привезли, наверное, живет кто-то. Ну, рабочий, по крайней мере. А, да, вон там база какая-то, бочки стоят. Ну, маленький только. Поселок Горный. Ну что, в горы едем опять. В ущелье. Ну и здесь отработочки, вон они все. Переработки. Ровный. Ручей каскадный. Да, что-то он там глубоко. Ну а здесь гора с этой стороны. Дорога жесть вон на ночь. Вся в рытвинах, колдобинах. Вон горелый лес. И облака низкие. Обрывистый ручей. И вон старый мост слева. Вот такой ручеек. Но вода чистая. На вид. Здесь, в принципе, пить можно из любого ручья. Вот здесь. Вообще. По Магаданскому. Только не всегда выживешь, да? Нет, пить можно все. Единственное, что надо смотреть, чтобы не было крупных таких коков. То есть вот вблизи, например, вот на Тиньке, вблизи Матросова, Павлика, такого вот крупных золотодобывающих как организаций, вот, карьеров, желательно не пить, потому что селитру взрывают. Вот. Естественно, все в почву уходит. Ну и потом попадает в воду, короче, попьешь и теряются зубы. Просто. Ого, какая едет. Огромная штука. Так, это 1656 километр. Вот пропустим вон ту здоровую бандуру. Река Паутовая, второй раз пересекаем. Что она прям какая-то голубоватая такая, стального цвета водичка. Ну и горочка. Подходим к перевалу Гербинский. Да, похоже на то. В ущелье вон входим. Сейчас, говорит, будет перевал Гербинский. И я дорогой восхищен. Трясет. Подъемный перевал Гербинский 3,5 километра. Начинается подъемчик.
И в Магаданской области нашел снежок. Правда, маленький. Не как в Якутии. Но тем не менее. Что-то есть. Ну да, и отвалы кругом. Так, а мы подъехали к указателю. Атка 135, палатка 251, Магадан 331. Все ближе и ближе. Вот. Да. Здесь Макс съехал с дороги. Вытеснили. А то вытаскивали. А он что? Да, дождичек продолжает моросить. Чуть-чуть есть еще, да. Ну, там уже все светлее и светлее. Я думаю, сейчас приедем, будет нормально. Подальше. Катки. Герба. Речка Герба. У них тут окончание, все наконец слог. Герба и прочее. Ну вот, дорога стала получше. Дождичек почти закончился. Редкие каплюшки. Отлично. Сейчас вообще там солнце должно быть. Через пару часов. Появился асфальт. Не только через речку, до него. И после нее будет. Удивительно. Немечан. Немечан река. Магадан и поворот на Омсунчан. Сейчас остановимся. Перерывчик небольшой. Да, бардак. Кто-то высыпал всю корзину. Магадан 311. Омсунчан 257. Вообще не интересно. Потому что вам туда не ехать. Да. Вот он, поворотик. И дождик закончился. Все прям как должно быть. Так, Атка 117, палатка 232. Магадан 311. Да, было 15 километров асфальта, и вот 1714 километров. Асфальт закончился. Опять грунты. Ручей развальный. Вот, маленький. Но течет с гор. Вода чистая на вид. Так, пару капель капает дождичек. Моросит еще. Что нам предлагают? Вывески. А вон знаки говорят, что через 73 километра что хочешь. 75. Все будет. И больница, и поесть, и поспать. Вранье. Ничего там нет. Заправили тоже. Доедем, посмотрим. До заправки 78, да. Вон какое-то строение. Ну да, так едем потихоньку, то вверх, то вниз. Такой вот рельефчик. Горки, туман. Или облака, это вот там между горами. Облака, наверное. Да. Ну и дорога не поменялась. Хороший участочек прошел. Сейчас он где-то хороший, где-то не очень. Ну хорошо, дождь смочил. Пыли нет. Можно все видеть. Это раньше поселок был Мякин. Мякин. Мякит. А, Мякит. Т был как в конце, но... Все, нежилой? А все. Вот с правой стороны двухэтажное здание, это школа была. Да, была даже школа в поселке. А, вон она. Ну, а здесь вот так. Что-то сгорело. Кирпич маленько. Да, пустеет, пустеет Магадан.
Да, вон несколько деревянных домишек. Ага, вон школа, да? Да, вот тут. Через дорогу опасно. Я думаю, поэтому и школу закрыли, и поселок. Да нет, просто люди ехали. Да, шучу, но... А может быть потому, что высоковольтные провода. Ну да. Школу закрыли и... Подъемный перевал Дедушкина Лысина. 997 метров высота, я так понимаю. А сколько длина? Ну, потом посмотрим. Небо! Что? Что там, пизда дорога? Да не, вам легче будет. В принципе, нормально. Ты откуда идешь? Я с Мальдика. Это перед Сусуманом направо и Ебенево. Талая налево, Магадан направо. А вот поворотный. Поселок, да? Ну вот, видишь, количество домов. Да, давно не живет никто. Разруха и запустение. Река Правая Чета. Вон облака как низко висят. Но сейчас в них поедем. Подниматься будет. Атка 45, Карамкен 143, Магадан 244. Ладно, в облака так в облака. Это 1781 километр. Ну, дорожка получше здесь. Куда ближе асфальт будет кусок. Река Этаж. Ну, а дорога вся в глине. По глине едем. Идет опять дождь. Тут русло реки какой-то. Много рукавов маленьких, неглубокие. Там снежок он лежит. А здесь облачка. Верхушка горы скрыта. В общем, пасмурно и хмуро. А нам тепло и сухо. Как свайпаться. Да, да. Да. Вон там ледничок тоже, вот за деревьями небольшой. Снег не тает. — 1801 километр, и опять начинается асфальт. Чудеса. Вот он. Ну а чё, здесь дождь, горы, речка течет в долине. А сыро, ну те же облака, ничего не меняется. Похоже, здесь так до Магадана будет. Так, сейчас речку посмотрим какую. И отключимся. Так, река.
Левая хета. Вот там был мостик. Опоры только деревянные остались. Речка правая Басандра. Ну какая. В дождь она прям вот побольше. Я думаю, когда даже не пересыхает тут. Жаркое лето. Да, все тот же моросящий дождь. Ну да, Атки осталось недалеко, километров 15 примерно. Скоро будем. Ручей Каран. Да, действительно ручей. А вон там начинается асфальт. И прям, наверное, до Атки. Вот это Атка. Вот поворот на нее. Атка. Горы, дождь. Ну вот она, Атка. Печалька. Ну только дорожники вон видят. И все, разруха. А, ну заправка вот еще, да. И кафешка. Да, остальное все пусто. Жилых домов нет. Ну а тут пока еще ремонт. Доделывают дорогу. Мостик. Ну а так, поселок-то большой был, вон там пятиэтажечки. Все. Вот под Аткой ледник очередной. Второй уже. Вон там Атка, а здесь ледник. Снежок. Вот. Ну и асфальт пока красота. Но дождь. Аттыкан. Две буквы Т. Аттыкан. Внимание, спуск на перевал Яблоновый. 997 метров отметка. 3000 километров. 3000. 3000 метров. Охренеть. Ну, приличный уже, спуск, да. Это уже спуск. Вот это был подъем. Ну, велосипедом здесь было бы замечательно зайти, да? Ну. Так, 3 километра спуск. Да, вот такая вот грязюка. А вот оттуда подниматься, блядь, ну, тяжеловато. Вот такие розово-коричневые реки. Глина такая. Ну вот на спуск идем. А тут облачка. Вон в ущелье тоже. Да, туман, облака. Облака, какой туман. И красная дорога. Яблоневый. О, машинка выползает. Все в молоко едет.
1860 километр. Да, вот, крутой поворотик. Да, видимость так себе. Ну, вон туда едем. Тут мутно, да? А раньше он вон там вот шел. Да. Сейчас вот он другом. Вокруг той горы. Ну вот как-то вот так. Когда поднимаешься, там можно увидеть. Ну вот километр проехали. Ну, в общем, вот такой вот живописный перевальчик. Ну вот последние метры грунта. Километры последние. И скоро, вон там после значков начнется желтенький асфальт. То есть Магадан как бы чуть-чуть делает. Сколько здесь километров? 100? Осталось. 130? 157. Ну, где-то 160 километров, 150, 160. Будет асфальтировано. Там тоже кто-то что-то встал. Ну, ломаются машины. Неудивительно на таких дорогах. Да и погода такая. Да, Магадан встречает меня прямо этим теплым летним дождем. Погода еще та. Да. 1869 километр от Якутска. Ну, ладно, посмотрим, что там, ребят. Магадана 142 и будет Магадан. До Карамкена 54. И там палатка где-то за ним. Километров 70, да. Короче, поеду я, наверное, до города прям. Не буду я раньше выходить. Магадан так Магадан. Вот эта поездочка у меня. О, велосипедно-автомобильная. Это не на велосипеде, а с велосипедом в Магадан. Так, асфальт был, но вот опять мы едем, тут там что-то ремонт по объездной, короче, едем опять бездорожье, опять дорога не поменялась. Ну, сейчас выйдем опять на асфальт, наверное, будем ждать, там побыстрее, вот и не так трясет. Вот такая дорога на Магадан должна быть везде, а не то, что до этого. Ну, разметочка, красота. Вот река Олла. Ола. Она впадает в поход. Ну, там как раз где городок, да? Ола. Да? Ола, там городок. Там... Нет, она... Это поселок Ола, Ну. он как раз на берегу находится. Но она там не впадает в это? море. А? Она не там впадает? Ну там... Ну.
облачка ниже гор. Тут над лесом. Да, красиво, но влажно и холодно. Речка Донышко, и вон облака прямо над лесом, и гору немножко видно над ними. О, кстати, кончился асфальт. Не все так хорошо было. Асфальт не до Магадана. Опять праздник. Блин, вот дорога. Ну, Колыма. Ну, жестковато прям. Вот она, дорожка. Гребенка. Ха, волны. Стиральная доска. Как хочешь назови. И тут, и тут. Ну и облака. Куда без них? Опасный участок. Карамкенский перевал. 3,5 километра. 5%. Так, сейчас посмотрим, сколько километров. До чего. Карамкен 14, Палатка 30, Магадан 102. Скоро разменяем сотню. Ну, опять мы сейчас будем выше облаков, не то чтобы там в облаках. Ну, доехали до Карамкена. Сейчас вот в столовку зайдем, поедим. Вон там Карамкен. Где-то. Или там. Ну, короче, свернули пока сюда. Вот. Машины какие-то стоят. Дождичка-то здесь закончился. Прям буквально вот километров, наверное, 5. Как дождя нет. Ну, он чуть-чуть моросит. Прям 2 капли на квадратный метр. Вот. Да. Ладненько. Тут иду, смотрю, прям куча велосипедов. Один, вот синенький второй, там вот за ним третий стоит. Прям кладбище велосипедов, можно сказать. А вот 4-й. Вот. Прикольно. Ну, ладно, идем в столовку. Ну, вот такая столовая, картиночки здесь, телевизор. Такое вот окошечко большое. Кофемашина. Ну и столики. Ну а там стойка для заказов. Ну, тоже печальное зрелище, Карамкен. Тоже все заброшено. Все покинуто. Не, вот свет горит, что-то там. Здесь там кто-то живет. Тут летом вот огурцы выращивают. Теплица, что ли? Огурчики, говорит, выращивает летом. Угу. С левой стороны будет тоже кафешка. Но я не люблю там есть. Потому что там одноразовая посуда, короче, такая фигня. А, вот она, да? Да. Так, ну ладно. Следующая остановка Палатка. Или не остановка, селение. Там видно будет. Палатка, большой поселок. Ну, это все Карамкен остатки.
вот он заканчивается. Карамкен. А тут сразу за ним ручей. Ручей встречный. Да. Ну и горы. Опять мы в них упираемся. Усть-Омчук направо, Магадан прямо. А Вот вторая это трасса как раз пошла. Тинькинская Тинькинская. трасса, да, пошла. Почему Тинькинская? Тинька, речка Тинька. А, речка Тинька. Понятно. Вот туда. Этот поворотик. Вон он. Через мост и погнали. Вот она, палатка. Табличка была. Ну, сейчас, может, Стелла будет приличная. Смотрим, вон веселенькие домишки. Веселые домишки будут. Подстанция. Это палатка. Ну, вот так вот. А здесь беленькие, Это здесь горит. желтенькие. Слева. Госавтоинспекция. Это вокзал. Вот это. Да, тоже слева. Зеленый. Ого. Ну вот такая она палатка. А, красиво. Ой, большой красиво. Вот горячий. Ну ладно, я думаю, достаточно посмотрели. Так, вот поворот на Стекольный направо, а Магадан прямо. Вон дорожка впереди видна. Вон туда. Тоже бугры. Так, и что нам пишут? Стекольный километр, а Магадан 69. Отлично. Река Стан. Это мы въехали в Сокол. Аэропорт здесь у них находится. Где-то вон там, вон. Сокол, Сокол, Сокол. Что там сейчас будет? Где? Впереди ничего, все. Ну вот Сокол. Сейчас. Вот первый поворот туда. Ну, это улица Королева. Поворот налево, это улица Королева. Вот это, ну, такая секретная дорога в аэропорт. Вот поворот направо, это аэропорт. Вот пятиэтажечки стоят. Пятиэтажечки, вот это
Так, Получается. аэропорт Магадан вот сюда. Да, вот. А вот этот второй поворот налево. Большой. Это улица Гагарина. Носок. То есть, в принципе, всего две улицы. Королева и Гагарина. Так, автобусы ходят, да? Да, автобусы ходят. Прям прямиком Магадан, Аэропорт. аэропорт. Ну, Магадан, Ухтар, Сокол, аэропорт. Так. Ручей потерянный. Следующий поселок будет Ухтар. Там Поселок Снежный. Ну вот здесь живет Макс. Где-то там. Вот. Вот он, Магадан. Добрался. Правдами, неправдами. На веле и без. Доехали. Магадан есть. Сейчас едем в него. С главной дороги свернули, вон там главная пошла, свернули направо. И по объездной сейчас потихонечку выедем туда, куда нам нужно, на базу. Это вот подъезжаем к какому-то микрорайону. Что, водохранилище или что это? пионерное, это техническое водохранилище. Ага, Ну, для горячей воды. понятно. А это пионерный микрорайон, да? Да, Почему пионерный? так называют. Пионер. Понятно. Ладно, город. Вот площадь. В тумане. Да, Магадан пока не видно, но чуть-чуть на камеру не знаю как. А дома-то серые все, да, вот этот гигантский дом. Я говорю, где желтый, красный, Да, синий? да. Она говорит, вот там на палатке, да, еще где-то. А здесь, говорит, все городское, все серенькое. Ну, ладно, все ближе и ближе. Так, это что у нас за остановочка? Пионерный. А, ну вот микрорайон как раз пионерный. Там галстуки красные должно было быть что-то. Вот здесь выращивают помидорки, огурчики, теплицы. От ТЭЦ, да? Да, Вот. Топят углем. Не теплица, а ТЭЦ. да. И сюда вот тепло идет. Там вон дальше дома. Высотки. То микрорайон получается автотек. Ага, ну. Потом посмотрим. Да. Ну, это лучше тогда днем проходить. Да, конечно. Ну, пока. О, что-то светится там. Что такое нарядное? Где? Огоньками играет он впереди слева. Это спорткомплекс президентский. Мгм. Вот даже как. А мы вот сюда. Понятно. Так, Мы ну вот ладно, сюда. пока выключаемся. Так, ну я забрался на машинку. Ой, покажу вам, в каком состоянии находится велосипед. Он уже почти отмылся. Да, но это вот сейчас был дождичек. В общем, это все вот так выглядит. Вот, ручки, сиденья. Про сумки я ничего не говорю. Палатка там уделана вся. Вот, колесики. Да, и мои рюкзачки. Ну ладно, сейчас будем пробовать вытащить это все.